Мұғалімдер, врачтар кирбейт. Буга кирет сотрудники правоохранительных органов, госслужащие, которые обладают такими соответствующими полномочиями. Сотрудники ГКМБ тоже кирет, да? Кирет. Отлично. Потому что как раз их тоже надо уже начать проверять. Только не все, а оперуполномоченные, следователи, шалашогон кызматкерлер кирет. Которые внезапно разбогатели за последние 2 года, да? Да, получается так. Системный коррупция боюнча айтып бересиздер бе? Системный коррупция. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте системный коррупция барбы, жокпу? Жетекчилик болуп турасыздар го, просто түшүндүрүп берсеңиздер. Анткени биз мындайга кармагай мындай вице-премьерлер менен да комитеттерде айтып кетип атабыз да. Эльвира Джергалбековна, я отвечу, хорошо. Да, давайте. По борьбе с коррупцией ГКНБ постоянно работу проводит, и по системной коррупции в том числе тоже. У нас есть на сегодняшний день? На сегодняшний день, да, есть системная коррупция в определенных министерствах, ведомствах. Последний выявленный факт вами? Последний выявленный факт, вот до этого, как уже говорили, это вот в таможенной системе, в налоговой системе. В принципе, есть такие факты, да. То, что в СМИ есть, да? Да. Так, и последний у меня вопрос. Если чиновник имеет, и его семья имеет иное гражданство иностранного государства, это преступление? По нашему закону чиновник не имеет права иметь двойное гражданство. А его супруга, его дети имеют право? Ну, это смотря в каком органе. То это есть, не нарушение законодательства? Не нарушение, не да. нарушение, да? Нарушение, да? То есть он может быть очень высокопоставленным чиновником, его супруга, его дети могут иметь иные гражданства, да, и вид на жительство. Вы сейчас чуть-чуть или нас вводите в заблуждение? Эльвира Джергалбековна, как раз ушел без гараткан мыйзамда, без дагы бир норма киргиздик. Должностной государственный служащий не имеет права иметь иностранное гражданство. Его супруга, ее муж, если она чиновник, ее супруг имеют право или нет? В отношении близких родственников такого ограничения нету. Почему? То есть, согласно нынешнему законодательству, вы разрешаете? Имеющее гражданство другого государства, эта норма распространяется только в отношении самого госслужащего. А если родственник имеет гражданство другого государства, за это ответственности не несет. Ну, вам пора такие вещи вносить тогда. И по поводу вида на жительство. Чиновники имеют право иметь вид на жительство в другом государстве? Я не о гражданстве говорю, вид на жительство. Не имеют права, да? Но если вы, товарищи, об этом не знаете, как вы тогда расследуете дела? Специальным законом, который регулирует деятельность того органа, который да проходит или нет? службу, если есть там такие ограничения, тогда нет. Например, в нашем законе о ГКМБ есть такая норма, что мы не имеем права заниматься предпринимательской деятельностью, иметь вид на жительство и так далее. В кабинете министров имеют право? Нет, У них такого ограничения нету. Вид на жительство не могут иметь? Не имеют права, да. Ошону ачык эле айткыла да, силер байландырып атасыңар да, же бизге түшүндүрө албай атасыңар, же бизди мындай башка жакка буруп атасыңар, мен түшүнбөй атам да. Не имеют права, да? Ну, я надеюсь, УКМК и проверит тогда и кабинет министров, их близких, на наличие у их близких родственников, и оттуда потенциально, куда могут утекать деньги из нашей страны, тоже надо вам давным-давно уже проверить. Тем более за последние 2 года вы говорите, мы можем, значит, это проверять. Мыйзамды мен 100% колдойм, мен ойлойм, абдан көп адамдар жоопкерчиликке тартыш керек, анан мамлекетти тонобогон, мамлекеттик жанакы тендерлерге аралашпаган, крышевать этпеген адамдар бул мыйзамдан коркушпайт. Мен коркпойм. Ошон үчүн айтып атам, 100%.